Весенняя проблема, переходящая из года в год таяние снега в зоне риска бюджетной организации, которые порой сами не в силах справиться с последствиями оттепели. Им приходится буквально просить помощи у неравнодушных. Так, Сыктывкарскому дому ребенка чистят крышу и козырьки от снега волонтеры. Местная специализированная компания вызвалась на добровольных началах помочь и выполняет свои услуги безвозмездно. Сегодня мы ставим их работу в пример всем. А специалисты этой организации нам пошли навстречу сразу, абсолютно, с готовностью откликнулись. И нам было очень приятно, что услуга эта была оказана вот именно просто вот такая волонтерская, потому что специалисты трудились в субботу, воскресенье, в свои выходные дни и вот заканчивают еще сегодня работу, что снега действительно очень много. В 2022 году Дом ребенка будет отмечать 100 лет. Здесь живут и лечатся дети с заболеваниями нервной системы, нарушениями психики, дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, и сироты. Обезопасить ребят от несчастных случаев вызвались промышленные альпинисты. Они сами попросились именно на этот объект. Да, у нас есть помимо этих объектов еще очень много по городу. Но мы объяснили всю ситуацию, что это больше благотворительность, и они сами предложили свою кандидатуру. В учреждении 6 групп с детьми. Для них работают педагоги, логопеды, психологи, педиатры, врачи-неврологи. Каждый старается сделать жизнь ребенка лучше, как и предприниматели, у которых есть для этого возможности, а главное – доброе сердце. Мы от нашей организации хотели бы призвать остальных предпринимателей помогать организациям, особенно бюджетным садикам, школам, хотя бы, не знаю, может, денежно как-то, чтобы у садиков была возможность вызвать других высотников, ребят, справиться с таким объемом, потому что к весне очень большие катастрофы случаются, когда вырывают все снегозадержатели, снег падает вне зависимости на меры предосторожности принятые. Все это надо делать в течение зимы, чтобы потом за одну неделю не попадать в такие ситуации, когда уже все течет, падает. На очереди другая проблема с вывозом снега. Дому ребенка вновь надо искать организацию, которая бы помогла сделать территорию чистой и уберечь здание уже от подтопления. Стоит только порадоваться такому взаимопониманию и неравнодушию.